Свой юбилей органов ЗАГС отмечают сегодня в России. Отчет истории положил декрет о гражданском браке. С него началось становление учреждения, в которое каждый из нас обращался хотя бы раз в жизни. Награды из рук главы получили начальники отделений, ветераны и заслуженные работники ЗАГСа. Работа рука об руку с людьми в репортаже Таисии Жаковой. Для вас только что прозвучал свадебный марш. На ваших руках блестят обручальные кольца. И теперь вы представляете единое целое. И имя этому – семья. Это самая приятная часть работы сотрудников ЗАГС. Она же самая волнительная и хлопотная. Мало кто знает, но текст у работников свой, уникальный, где каждое слово подобрано с душой. Дина Сичкарь трудиться в органах ЗАГС начала в 80-м. С простого специалиста дошла до начальника управления ЗАГС Республики Коми. Но свою первую регистрацию брака помнит, как сейчас. Мы регистрировали в клубе. Мой муж брал ковер с нашей работы. Мальчики несли магнитофон, а я несла документы. И вот мы шли на регистрацию брака. С красивой такой ленточкой. Я была гордая, счастливая, красивые туфли и красивая сама была. И счастливая, и хотела, чтобы люди жили долго и запомнили этот день на всю жизнь. Многие встречаются и благодарят меня до сих пор. В особенном почете у молодых Эжвинский ЗАГС. На роспись туда часто приезжают и жители Сыктывкара, ведь считают его одним из самых красивых дворцов бракосочетания в Коми. И в этом заслуга здешних сотрудников. Начальник отдела Ирина Крестовникова сегодня получила звание заслуженного работника республики. В ЗАГСе она уже 16 лет. В 2007 году был произведен ремонт, и там было продумано абсолютно все до мелочей. То есть если до этого были перегородки деревянные, была слышимость, что в фойе и что в зале происходит, сейчас там стоят стеклопакеты с отражающими стеклами, двери с фотоэлементами, поэтому молодые, когда входят в зал, очень торжественно смотрятся, потому что молодые, подходя к дверям, двери перед ними распахиваются, и они попадают в зал. И также волнительно встреча молодых гостей, которые ожидают вот в этом зале непосредственно. Но стереотип о работниках ЗАГСа вроде праздник каждый день, ошибочный. К ним обращаются за самыми важными документами. Засвидетельствовать рождение ребенка, расторгнуть брак, изменить имя, установить отцовство и, наконец, зарегистрировать смерть. Органы ЗАГС буквально ведут по жизни человека, записывая каждый этап прожитой жизни. К вам обращаются по многим вопросам, в том числе получение соответствующих документов, подтверждающих те или иные вопросы. После утери, к сожалению, либо порчи тех или иных важных юридических значимых документов. Но, можно сказать, вы ведете просто летопись нашей страны фактически в лицах, зная каждого человека, кто проживает на территории, кто в этой жизненной ситуации так или иначе обращается непосредственно к вам. Сегодня на территории нашего региона госрегистрацию актов гражданского состояния ведут 21 территориальный отдел и 147 органов местного самоуправления муниципальных образований. 100 лет, как мы приняли эстафету со стороны органов церкви, и все главные события жизни, начиная от рождения, регистрируем на государственном уровне. Действительно, достичь за это время удалось много, потому что практически 100% жителей удовлетворены работой органов ЗАГС. И наши сотрудники, которые находятся на передовой, всегда хорошо одеты, всегда с улыбкой встречающих людей, показатель того, что мы достигли за это время. Цель на ближайшие 3 года – привести все акты гражданского состояния в электронный вид. Необходимо это не только для удобства работы сотрудников, но и для сохранности, чтобы каждое маленькое событие навсегда осталось в истории. Таисия Жакова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.